еще может принадлежать это лицо? Может быть, это Александр Македонский. Говорят, он был на Кавказе. Его еще называли Искандер Двурогий, изображали с рогами на голове. Рога – это признак высшей силы и власти. Также это признак единства с Богом. И лицо на карте тоже имеет рога. Почему именно Александр Македонский, а не кто-то другой? Существует легенда, что придя на Кавказ, он запер в горах Гога и Магога. Так в древности называли русских. И мы будем заперты там, пока не пройдем урок. Нам нужно разгадать, кто такой великий Александр и почему он нас запер. На мой взгляд, пришло время нам проснуться и выйти на волю. Это только тогда, когда мы пройдем урок, который нам задал великий Александр. Вообще, само обнаружение Бога в горах Кавказа – это знак того, что пришло время перемен в России. Не считая, конечно, современной международной обстановки и надвигающегося, как все предупреждают, все авторитеты, кризиса, который вот-вот должен наступить. Кризис разрушит все. И нам надо быть готовыми к этому. Следующая глава. Аварцы, авары и Александр Македонский. Напоминаю, что название аварцы, авары, происходит от авар, нерванное целое, потому что в обратном чтении авар, рва, рвать, рваный. Аварцы живут внутри обнаруженные нам знаки Бога, а центром и столицей их когда-то обширного и могучего ханства было современное село Хунзах или Хунза. Оно находится вот здесь, вот в самом центре знака. Какая религия была у аварцев до того, как они приняли ислам? Судя по ниже приведенному рисунку, христианское, но не православное, а древнее матриархальное христианство. И знак Бога тоже относится к нему. То здесь мы видим аварские кресты и свастики. Их можно найти в интернете. И вот даже есть крест именно вот с знаком Бога. Это не луна, это не месяц, потому что какой же может быть месяц на христианском кресте? Доказательством того, что авары знали, что они живут в центре знака Бога, является герб аварских ханов по источнику XVIII века. Этот герб я нашел в интернете. И сейчас мы его разберем. Стяг содержит в себе вилу. Вот она, эта вила. Это знак жизни, Ви. Двою, то есть содержит она. А сверху мы видим треугольник, трою. Значит, раз двое и трое присутствуют вместе, значит, мы имеем дело с Богом. Всегда там, где Бог, 2 и 3 появляются. И на стяге находится 4 знака Бога, Бо, расположенные по сторонам света. А весь стяг находится в передних лапах волка. И сам изгиб тоже формирует знак Бога. Обратите внимание, грива у Бога двойственная, это вот эти вот выступы, и тройственная, это вступы в околости, так сказать. Лапы у волка тоже тройственные, а передние лапы сложены в лигатуру слова «Русь». Вот буква «Р», вот из лап буква «У», вот буква «С», и обратный знак, вот мягкий знак. Месяц – это символ Велеса, а волк – одна из его ипостасей.
Желто-красный цвет герба, символ солнца. На иконах распятия Христа солнце и месяц изображаются по обе стороны от креста, на уровне рук. То есть налицо все знаки того, что перед нами герб посвященных в тайные знания людей и знающих, как проходить в Боге. Заметьте, герб датируется XVIII веком, но это не значит, что он был создан именно тогда. Думаю, значительно раньше, века на 3-4.